Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Генеральной прокуратуре состоялась расширенная коллегия. Подведены итоги проделанной работы в прошлом году. Имеет ли место в нашей стране буллинг и кибербуллинг? Проблему обсудили в детском фонде Абхазии. Привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. В Ачимчире прошла акция, участники которой призвали водителей и пассажиров пристегиваться. Стартовал музыкальный проект «Абстастар», который ждали давно. В Госфилармонии состоялся первый концерт, на котором были представлены участники, наставники и судьи. Президент Аслан Бжаня провел совещание с участием представителей силовых структур. Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности. Премьер-министр Александр Анква встретился с депутатами парламента, избранными от Сухумского района Фазлыбе Мавицба, Каном Кварча и Ливоном Галустяном. Речь шла об объектах социальной инфраструктуры, подлежащих строительству, ремонту или восстановлению в районе. По мнению депутатов, необходимо актуализировать перечень объектов, ремонт и восстановление которых осуществляется из средств республиканского бюджета. Это дороги, энергетическая инфраструктура, водоснабжение и детские спортивно-оздоровительные площадки. Премьер-министр подчеркнул, что мнение депутатов будет учтено при определении очередности планируемых работ. В прошлом году количество зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотических средств возросло. Также увеличилось число дорожно-транспортных происшествий и погибших в ДТП людей. В то же время отмечен рост раскрываемости преступлений. Состояние законности и правопорядка в Абхазии, деятельность органов прокуратуры в прошлом году обсудили в Генпрокуратуре на расширенном заседании коллегии. В работе приняли участие вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель Верховного суда Саида Будба и председатель СГБ Роберт Киут. Репортаж Лауры Капш. С основным докладом о проделанной работе органов прокуратуры за 2022 год выступил первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициня. Он охватил все направления деятельности прокуратуры. В сфере надзора за исполнением законодательства за отчетный период управлением и районными прокурорами выявлено 192 нарушения. Правоохранительными органами зарегистрировано 795 преступлений, что на 72 единицы больше показателей 2021 года. Значительное увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в городе Сухум на 83 единицы. 287 преступлений напротив 204 за 2021 год. В Удаутском районе на 26 единиц. Больше 111 напротив 85. В ЛУВДТ МВД на 16 единиц. 62 преступления напротив 46. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Улирипском районе на 16 единиц, в Кварчалском районе на 13 единиц. Однако данную динамику нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в указанных регионах страны. Из общего числа зарегистрированных преступлений 29,5% составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, количество которых остается на том же уровне, как и в 2021 году. 235 напротив 234 единиц. Отрадно отметить увеличение раскрываемости тяжких преступлений, что составляет 80,9% напротив 76,5% в 2021 году. Наблюдается рост зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта. В 2022 году было зарегистрировано 32 преступления против 18 в 2021. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся их сбытом. Однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. К сожалению, в стране сохраняются условия для постоянного расширения воспроизводства незаконного потребления наркотиков. Спрос на наркотики не снижается, увеличивается число больных наркоманией, растет влияние наркомании
на общеуголовную преступность, состояние общественного порядка. Наркодельцы увеличивают масштабы своей преступной деятельности, поставляя на абхазский рынок различные виды наркотиков, перечень которых расширяется. Указанные факторы позволяют считать достаточно реальным неблагоприятный прогноз фактического развития этого вида преступности в Абхазии. Генеральная прокуратура использует весь потенциал для того, чтобы мобилизовать ресурсы всех правоохранительных органов на борьбу с наркобизнесом. Противодействие этой угрозы должно носить комплексы, всесторонний характер. За анализируемый период в Абхазии имело место 214 дорожно-транспортных происшествий, что на 32 больше по сравнению с 2021 годом. В результате ДТП погибло 64 человека. По 87 ДТП возбуждены уголовные дела. Прокуратурой и органами МВД возбуждено 658 уголовных дел. Окончено производством 564. Направлено в суд 548 уголовных дел. 16 прекращено производством. На заседании коллегии с отчетами о проделанной работе также выступили прокуроры районов. Затем были подведены итоги заседания. Безусловно, нет такого вида преступления, который бы не являлся угрозой для нашего государства. Но я хотел бы ваше внимание сакцентировать на особо тяжких преступлениях, на преступлениях, коррупционных делах. Мы знаем, что коррупционные дела – это очень объемные дела, дела, которые заслуживают особого внимания. И в этом направлении президентом были даны определенные задачи. И я хотел бы сегодня отметить, что результаты, безусловно, налицо. За 2,5 года, если мне память не изменяет, более 19 дел расследованных по коррупционным делам, из которых 14 уже направлены в суды. Конечно же, нас это не должно останавливать, нам необходимо усилить работу в этом направлении, но статистика говорит сама за себя. Если брать с 2014 по 2020 годы, могу ошибиться, вы меня поправите, одно дело было направлено в суд. То есть цифры говорят сами за себя. Нам надо усилить работу в этом направлении и реализовывать поставленные задачи. За последнее время прекратились такие тяжкие преступления, как похищение людей, некоторые другие тяжкие преступления. Однако мы не можем сказать, что это уже утвердившаяся такая тенденция. Расслабляться нам нельзя здесь. Надо продолжать эту работу, усиленно этим заниматься. Вместе с тем, с некоторыми другими видами тяжких преступлений, такая уж благополучная ситуация, как мы видим из доклада, и это очевидно и для наших граждан. Здесь нужно усиливать эту работу. Ну, неплохая, я думаю, даже хорошая в некоторой степени раскрываемость преступлений, особенно тяжких видов. Я думаю, что наших граждан в последнее время, как я замечаю, больше всего волнуют вопросы, связанные с тем, что происходит у нас на дорогах. Здесь, конечно, у нас ситуация неблагоприятная. И тут нам нужно, конечно, всем вместе и обществу нашему как-то вместе выработать какие-то все-таки наши действия, потому что многое зависит, конечно, от культуры, и не просто культуры вождения людей, а вообще от культуры людей. И это, наверное, первая и самая главная причина того, что происходит у нас на дорогах. В общем, дел еще много. В целом, думаю, что отчет, который мы здесь заслуживаем, определенный оптимизм у нас вызывает, но расслабляться нельзя. Представленный отчет очень информативный. Он отражает практически все направления деятельности органов прокуратуры и о состоянии законности и правопорядка в Абхазии в 2022 году, отметила председатель Верховного суда Саида Будба. Если мы говорим о результатах работы прокуратуры за 2022 год и о планах на 2023 год, по имеющейся информации, Генеральной прокуратуры как субъектом права законодательной инициативы внесен
новый закон о прокуратуре в парламент. Я знаю, что это не закон о внесении конкретных точечных изменений и дополнений в этот закон, это новый закон о прокуратуре. Верховный суд еще не ознакомлен, не был представлен, тоже мы являемся правым субъектом законодательной инициативы, нам он еще не был представлен, но очень надеюсь, что в этом проекте закона нашли отражение в консолидированном виде все ваши чаяния по всем направлениям деятельности. Они очень широкие, на мой взгляд, начиная с общего надзора, который, на мой взгляд, одно из основополагающих направлений деятельности прокуратуры, потому что в этом смысле только вы, органы прокуратуры, обладаете этими полномочиями, в отличие, допустим, от проведения предварительного расследования и так далее. Поэтому, если этот законопроект найдет поддержку в парламенте, значит, это будет 23-й год, будет уже под годом нового закона о прокуратуре, в соответствии с которым вы все работаете. В 2022 году действительно была проделана большая работа, и это благодаря слаженности и взаимодействию правоохранительных органов, отметил генеральный прокурор Адгур Акырба. Мы все видим, что количество смертности на дороге возросло в 2022 году на 22 человека. Это, конечно же, очень плохой результат. Но тут нужно отметить, что эта ситуация, она носит комплексный характер. Она возникла не сегодня, не вчера. Она существует на протяжении многих лет, послевоенных лет. Разработан новый проект поправок в административное законодательство, который, по нашему глубокому убеждению, может повлиять на эту ситуацию. И эти поправки в настоящее время находятся в парламенте. Была проведена очень большая работа. Поправки были направлены в администрацию президента, там они были доработаны, позже были уже направлены в Народное собрание. Они нацелены в первую очередь ужесточить наказание в отношении лиц, которые нарушают правила дорожного движения. Но мы понимаем, что только этого будет недостаточно. Почему? Потому что на это сегодня очень влияет увеличение транспортных средств в Республике Абхазия. За последние 2-3 года они увеличились в разы, более чем в 2 раза. Помимо этого мы видим, что у нас сегодня, к большому сожалению, отсутствует правовая культура, отсутствует культура вождения. Это ни для кого не секрет. Мы эту ситуацию все прекрасно видим и наблюдаем за тем, что у нас происходит на дорогах. Вместе с тем, конечно же, было бы желательно, чтобы наши дороги были оснащены техническими средствами и камерами видеонаблюдения. Пока всего этого нет, ситуацию в корне изменить невозможно. Хочу еще отметить другую проблему. С учетом того, что уголовно-процессуальное законодательство возложило эту категорию преступлений на органы прокуратуры, а речь идет об уголовных делах коррупционной направленности. И вы знаете, что за последние 2-3 года мы возбудили порядка 20 уголовных дел. История прокуратуры, если, я не знаю, может кто-то другого мнения, но история прокуратуры, наверное, таких результатов не знает. Сегодня 14 дел направлено в суд, из 19 возбужденных с 2020 года. Речь идет о многомиллионных хищениях, речь идет об уголовных делах, которые имеют общественный резонанс. Но нас, конечно же, не может не беспокоить ситуация, когда по таким серьезным делам избирается мера пресечения, такая как домашний арест. На мой взгляд, эта мера пресечения неэффективная, она не соответствует заявленным требованиям и несоразмерно совершенному деянию. Поэтому по этому поводу президентом республики Асланом Георгиевичем Джане было дано поручение, была создана рабочая группа, которую возглавил секретарь Совета Безопасности, говорю для тех, кто не знает. Работа проводилась на протяжении многих месяцев. Были предложены поправки в уголовное, в уголовно-процессуальное законодательство, впоследствии были направлены в парламент. Сегодня они прошли в первом чтении. Там стоит вопрос о наложении моратория на домашний арест, о приостановлении действия этой нормы, этой меры пресечения. Мы надеемся очень, что в дальнейшем это сможет положительно повлиять на результаты нашей работы.
Адгур Агарба отметил, что в текущем году предстоит не менее напряженная работа. Генеральный прокурор выразил убеждение, что при надлежащей организации и спросе с подчиненных за результаты все задачи, которые ставят перед органами прокуратуры руководство страны и общества, будут успешно выполнены. Лаура Капш, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Делегация МВД Абхазии во главе с министром Вальтером Будба в ходе визита в Республику Южная Осетия ознакомились с деятельностью совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Центр является постоянно действующим органом, предназначенным для координации деятельности по противодействию организационной преступности и иным опасным видам преступления, а также для профилактики правонарушений на территории Южной Осетии. Делегация Министерства внутренних дел Республики Абхазия прибыла с рабочим таким визитом в Республику Южная Осетия для организации взаимодействия на должном уровне, для перенятия опыта в части создания на базе совместного информационно-координационного центра отдела экспертиз, ознакомились с их расположением, требованиями к данного рода подразделениям. В результате мы увидели, что оно очень востребовано как в Южной Осетии, так и в Абхазии для проведения специальных экспертиз, в части автотехнической экспертизы и ряда других экспертиз, которые мы хотели бы также проводить на территории Республики Абхазия, используя ресурсы совместного информационного координационного центра. Это нам позволит выиграть время, качественно собирать доказательную базу. Визит носит очень плодотворный характер. У нас есть моменты, по которым мы можем сотрудничать, делиться опытом друг с другом. Допустим, нас интересовали такие моменты, как обеспечение безопасности туристов, которые приезжают в Абхазию. И вот эти все наработки, конечно же, нам были бы очень интересны. И также по линии совместных информационно-координационных центров, как известно, у нас данный совместный информационно-координационный центр, он уже создан, да, он уже имеет практический опыт работы, и нашим абхазским коллегам было интересно заимствовать наш опыт как у первопроходцев. Так что состоялось очередное заседание по делу об убийстве в здании МВД Анзора Тарба. На слушании был определен процессуальный порядок и зачитаны показания потерпевшей Миланы Тарба, дочери убитого. Стороны задали уточняющие вопросы потерпевшей, после чего заседание было перенесено на 10 марта. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Ачимчирского района Леон Минджия. Сотрудниками ОКОН МВД совместно с СГБ у двух граждан Армении, проживающих в Сухуми, после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ изъято наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере. Все подробности в материале пресс-службы МВД. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативный эксперимент по факту пресечения и документирования противоправной деятельности задержан житель Ачимчирского района Минджия Леон Леревич, 1998 года рождения. Последний, являясь председателем общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере, денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей путем обмана взял на себя заведомо неисполнимые обязательства об оказании содействия в получении гражданином Российской Федерации паспорта гражданина Республики Абхазия. Так, оператор, уважаемые понятые, обратите ваше внимание. Денежные купюры достоинством 5000 рублей. Сейчас я перед присутствием вас их пересчитаю.
При этом заявитель, являясь законопослушным гражданином, намеренным вступить в гражданство Республики Абхазия на законных основаниях, осознавая возможность противоправных действий со стороны Минджи, обратился в правоохранительные органы. В качестве аванса за свои услуги злоумышленник требовал 150 тысяч рублей, которые получил от доверенного лица заявителя при состоявшейся встрече между посредником и фигурантом Минджи в ходе проведения оперативного эксперимента. Именно после передачи денежных средств и фотографий гражданину Минджи произведено задержание последнего с поличным. Реализовали оперативно-розыскные мероприятия, оперативный эксперимент сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовом сопровождении СОБР МВД. В ходе проведенного допроса по факту задержания гражданина Минджи последний показал, что, пользуясь своим положением в должности председателя общественной организации Ассоциации силовых структур Абхазии, вошел в доверие путем обмана и в нарушении закона Республики Абхазия о гражданстве получил от гражданина Российской Федерации в лице его посредника денежные средства, о чем также свидетельствует чистосердечное признание задержанного. Уголовное дело, возбужденное в отношении Леона Минджи по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 29, частью 4 статьей 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует Следственное управление МВД Абхазии. У 2 жителей столицы изъято незаконно ввезенное в Республику Абхазия наркотическое средство и психотропное вещество в особо крупном размере. Гражданин Григорян Миружан Арменович, 1991 года рождения, Манукян Артак Араикович, 1993 года рождения, задержаны сотрудниками УКОН МВД Республики совместно с СГБ Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ. При личном досмотре, проведенном в служебном порядке, у гражданина Григоряна обнаружен и изъят сверток с психотропным веществом амфетамин, что установлено в результате исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Абхазия. В ходе осмотра автотранспортного средства, на котором данные граждане следовали в качестве пассажиров, в салоне сотрудниками милиции обнаружено изъято 15 свертков с веществом светлого цвета внутри и 207 капсул желтого цвета. Изъятое в ходе осмотра автомобиля является наркотическим средством мефедрон порядка 15 грамм, а содержимое капсул общим весом свыше 62 грамма является запрещенным в свободном обороте на территории Республики Абхазия психотропным веществом прегабалин. В отношении граждан Григорян и Манукян следственной группой линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия по части 3 статьи 223 и части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Последние решением суда города Сухум заключены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. «Пристегнись, тебя ждут дома». Под таким названием в Ачамчире прошла акция, участники которой призвали автомобилистов и пассажиров пристегиваться. Подробности акции в следующем материале. «Пристегнись, нас ждут дома». С таким слоганом сегодня в городе Ачамчира прошла акция по упреждению случаев несоблюдения правил безопасности дорожного движения. Акция началась с лекции в абхазской школе-интернат, где старшеклассникам рассказали о необходимости и важности использования ремня безопасности во время езды на автомобиле. Спикерами выступили организаторы, а также представители ГАИ МВД. Помимо этого, школьникам подарили книги по правилам вождения на абхазском языке, а также небольшие книжные закладки и памятки. Идейными вдохновителями акции и одними из организаторов выступили общественный деятель Ланыч Кадуа и отдел по делам молодежи и спорта администрации Ачамчирского района при поддержке МВД Республики Абхазия и Ачамчира-Информ. Каждый день появляется информация о том, какое большое количество аварий происходит у нас на дорогах. Поэтому я посчитала, что мои действия могут принести хоть какую-то пользу. И именно тогда у меня родилась такая идея провести акцию «Пристегнись, нас ждут дома» или на абхазском
я сразу обратилась к руководителю отдела по молодежи и спорту Тимуру Анатольевичу Пачуле. Он сразу оказал поддержку. Затем мы обратились к Министерству внутренних дел, потому что это такая тематика, где нам нужна была их помощь и поддержка в любом случае. Они сразу согласились, им понравилась данная идея. Затем мы стали разрабатывать план, каким образом мы можем это реализовать. Заказали такого рода стикеры, которые мы будем клеить на машины автолюбителей, с таким условием, что если они согласны приклеить данный стикер к себе на машину, значит, они поддерживают идею данной акции и обязуются пристегиваться впредь. Сейчас мы совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел распределимся. Один из пунктов будет находиться на посту в Адюбже, следующий на посту в селе Тамыш, а третий на перекрестке Ткварчальском. Что касается дальнейших планов, то, как вы видите, мы начали реализацию данной акции в Ачамчирском районе. Далее мы хотим передать эстафету другим районам, чтобы они продолжали делать у себя в районах данные мероприятия. Таким образом, мы нацелены на проведение акций именно республиканского масштаба, а не районного. На дорогах происходит очень много происшествий и с летальным исходом, так как люди не пристегиваются. Если были бы пристегнуты, много людей жизни спасло бы. Мы с большим удовольствием, услышав об этой акции, приехали поддержать в Ачамчирский район, и мы с удовольствием будем приходить и поддерживать, чтобы эта акция проходила дальше. Акцию поддержал глава администрации Ачамчирского района Беслан Бегвава, который принял самое активное участие вместе с волонтерами. Сначала участники акции останавливали машины в центре города, призывая водителей пристегнуться. Потом отправились на разные посты в пределах Ачамчирского района. Водители, в свою очередь, отнеслись с пониманием к акции и заявили о готовности следовать всем правилам дорожного движения и обещали пристегиваться, учитывая ужасную статистику ДТП и ситуацию на дорогах. Решил принять в данной акции участие только из-за положительных ее итогов. Данная акция несет очень хорошие перспективы. Данная акция, я думаю, будет иметь только плюсы свои и будет для всех как бы стимулом для того, чтобы привычка у нас приобрелась носить ремни безопасности в автомобилях. Благодаря совместным усилиям патриотично настроенных молодых людей, которые проводят такие акции и болеют за свою страну, привлекая внимание водителей к безопасности на дорогах, будет спасена не одна жизнь, как шоферов, так и пешеходов. Кабинетом министров установлены правила казначейского сопровождения. Основная цель усовершенствования – это контроль за расходованием денежных средств. Как работает новый финансовый механизм и на какие организации он распространяется, узнавала Гугут Саварданя. Рациональное использование средств бюджета является одной из главных задач государства, в частности, Министерства финансов. Правительством ведется активная работа по развитию казначейской системы, внедряются новые финансовые механизмы и инструменты. Основная цель усовершенствования – контроль за расходованием денежных средств. Эту функцию выполняет казначейское сопровождение государственных контрактов. Накануне правила казначейского сопровождения были утверждены Кабмином. Следующим этапом определят перечень государственных контрактов, на которые он будет распространяться. Это будет часть контрактов, заключаемых в рамках реализации инвестиционных программ. Что же из себя представляет данный механизм? В настоящее время бюджетные средства, выделенные на оплату государственных контрактов, на поставку товаров либо выполнение работ, перечисляются исполнителям этих контрактов на их счета, открытые в кредитных организациях. Более того, с момента перечисления этих средств со счета бюджета на счета в кредитных учреждениях, эти средства выбывают из поля зрения государства, теряют статус бюджетных, и на них не распространяется, как следствие, государственный финансовый контроль. Такое положение вещей создает, к сожалению, высокие риски отвлечения этих средств на цели, не связанные с исполнением контрактов. Нередки случаи, и это отражается в актах контрольных мероприятий, осуществляемых органами финансового контроля, когда исполнители контрактов, получив денежные средства от бюджета, направляют их на погашение их задолженностей, кредитов. Возникали случаи, когда эти суммы попадали под налоговые санкции в связи с
возникновением обязательств перед бюджетом по той деятельности, которую осуществляют исполнители. Естественно, в конечном итоге такая ситуация приводит к тому, что государственные контракты исполняются некачественно, исполняются не в сроки и так далее. Казначейское сопровождение средств предполагает, что участники этого процесса, то есть исполнители, которые работают по контрактам, на которые распространяется этот механизм, будут открывать счета в управлении казначейства. Соответственно, эти суммы по контрактам будут оставаться в бюджетной системе. Сотрудники казначейства в режиме реального времени будут осуществлять контроль за рациональным расходованием бюджета. Это означает, что полностью исключается возможность нецелевого использования денежных средств. Данный механизм пока что распространяется только на инвестиционные программы, однако в скором времени планируется расширить нормы казначейского сопровождения. Горизонт применения этого механизма он достаточно широкий. Его можно распространить на суммы, выделяемые из бюджетов на финансирование унитарных предприятий, республиканского и местного значения. Его распространить возможно также на государственные контракты, имеющих важное социальное, стратегическое значение и так далее. В этом году, да, мы его опробируем на каком-то узком перечне контрактов. Далее мы его, естественно, мы ожидаем получить достаточно такие хорошие положительные результаты от его реализации и внедрения, и дальше уже его распространить на уже более широкий перечень государственных контрактов, которые оплачиваются за счет средств бюджета. Одним из важных преимуществ казначейского сопровождения является понятие иммунитета бюджета. Это правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджета возможно только при наличии судебного акта. В случае, даже если у исполнителя контракта есть задолженности перед бюджетом в результате его деятельности, налоговые органы не смогут выставлять ему инкассовые поручения, отзывать эти суммы в бюджет, и, соответственно, у исполнителя останется ресурс, чтобы выполнить условия контракта качественно и в срок. Помимо положительного результата, который мы ожидаем от реализации этого нового механизма, для нас, для казначеев, для Министерства финансов, он особенно интересен тем, что все новые технологии, которые мы ранее внедряли в бюджетную среду, они касались взаимоотношений бюджета и бюджетополучателя. Сейчас же речь идет о коммерческих организациях, которые не являются бюджетными учреждениями, не являются участниками бюджетного процесса, но в силу исполнения государственных контрактов имеют доступ к государственным финансам. И мы надеемся, что реализация этого проекта проявит себя с очень положительной стороны. Говоря об усовершенствовании казначейской системы, важно отметить еще один новый проект, который совсем недавно был реализован Минфином – применение электронно-цифровой подписи. В 2020 году Министерству финансов удалось создать удостоверяющий центр, который занимается выдачей электронно-цифровой подписи. И уже в первом квартале 2021 года большая часть бюджетных организаций была переведена на электронный формат взаимодействия с управлением казначейства. В настоящее время 98% получателей средств республиканского бюджета осуществляют взаимодействие с казначейством исключительно в электронной форме, что избавляет их от необходимости дублировать на бумажном носителе документы, платежные расчетные документы и предоставлять их в казначейство. У нас ведется электронное архивирование, то есть весь обмен документами с нашими клиентами происходит исключительно в электронной форме. В этом году мы решили масштабировать, распространить этот механизм взаимодействия на местные бюджеты. В настоящее время 2 местных бюджета на 100% переведены также на электронно-цифровую подпись. Это город Сухум и Сухумский район. Особо, кстати, хотел бы отметить Сухумский район, на территории которого располагается одно из самых отдаленных сел, это высокогорное село Псху, администрация которой уже пользуется электронно-цифровой подписью. Безусловно, использование и применение электронно-цифровой подписи, оно значительно повышает оперативность взаимодействия, а также скорость оборачиваемости бюджетных средств. Ну и, конечно же, применение электронно-цифровой подписи – это очень важный шаг на пути
развития электронного документооборота в бюджетной среде. При разработке новых проектов Министерством финансов ведется серьезная и кропотливая работа. Предусматриваются нормы для безболезненного и успешного внедрения новых механизмов. Например, для реализации проекта казначейского сопровождения специалистами было подготовлено более 20 нормативных актов. Гугут Савардания, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Издевательство или травля? Имеет ли место буллинг в нашей стране? Детский фонд Абхазии провел круглый стол, на котором были подведены итоги работы организации за прошедший год. Но главной темой встречи стал буллинг и кибербуллинг. На мероприятии были приглашены психологи, педагоги, представители правоохранительных органов, Министерства просвещения и депутаты. Репортаж Эсмы Голанзе. Буллинг – это проявление агрессии, направленной на одного и того же человека. По сути, издевательство или травля. Понятие включает в себя разные виды насилия – физическое, эмоциональное, а также кибербуллинг. Данная проблема распространена по всему миру, и наша страна, к сожалению, не исключение. В течение прошлого года Детский фонд Абхазии вел активную работу в этом направлении. Очень широкая, большая тема, и детский фонд прицельно работал в течение этого года именно над этой проблемой. Насилие, оно разноплановое, и источниками насилия являются совершенно разные субъекты и даже институты. И мы можем говорить и как о конкретных людях, так и о политике, которая допускает насилие. И в таких случаях мы говорим о существовании структурного насилия, когда существует невнимание к проблемам и невнимание к тому, что есть множество источников насилия. До того, как заработал проект по буллингу, в фонд поступало немало обращений, так или иначе связанных с данной проблемой. Тогда было решено изучить и исследовать тему глубже. Сейчас мы, когда слышим о том, что отец привязал ребенка и на целый день уходил из дому, и соседи, которые сообщили об этом, и тут же мы сообщили нашей соцслужбе, и были приняты какие-то меры. Просто я хочу сказать, мы об этом громко, когда не говорим, люди могут думать, что это нормальный образ жизни. Я уверена, что вы все против того, чтобы с детьми жестоко обращались, против так называемого буллинга и кибербуллинга, потому что дело в том, что он иногда, вот особенно в последнее время, мы видим, принимает немного такие обороты, когда на самом деле, если все вместе мы не будем с этим бороться, и мы можем получить довольно нездоровое общество. Когда проект стартовал, количество обращений увеличилось. Кроме того, сотрудники стали ездить по районам Абхазии, где встречались с учителями и родителями. Как оказалось, проблема буллинга существует не только внутри класса, но и в отношениях учитель-ребенок. Мы общались и с администрацией школы, выезжали, разговаривали, и педагогов подключали, и непосредственно работа велась и с классами. И не только, не люблю этого слова, но придется его сказать, жертвой, то есть пострадавшей от буллинга, да, или мальчиком, или девочками, но и непосредственно с буллерами, то есть с теми, кто устраивал травлю или разборку. И когда мы приходили в некоторые школы, то, естественно, позиция была такая, что ну, у нас-то этой проблемы нет, а это вообще разве проблема? А разве это не проблема, когда девочка, подросток принимает лекарства, она не просто манипулирует, она принимает лекарства, потому что ей не хочется идти утром в школу. Это проблема. На самом деле жертвой буллинга может стать кто угодно. Проблема не зависит от социального статуса семьи, национальности, религиозных предпочтений, внешности или других факторов. И в школе, и на улице, ну, на улице, может, реже, да, ну и в семьях тех же, да, то есть и что существует проблема травли и в успешных, так сказать, школах, может быть, и не в самых успешных, но она везде есть. Так как проблема системная, то, соответственно, ее нужно решать системно. Один детский фонд или Дом юношества, или Панорама, или Министерство образования с этой проблемой не смогут справиться. На встрече также присутствовала заместитель министра просвещения Ада Кварчелия. Современная модель образования, она заточена на, не скорее даже, могу сказать, на знания однозначно тоже, но не на первом месте. Скорее умение работать вместе, скорее создавать, ставить общие цели. Буквально на днях мы пригласили одних из лучших учителей Российской Федерации. Наши дети расцвели на этих уроках. Вы не представляете, я слышу, вот сзади сидит девочка, она говорит,
говорит, слушай, там это, ну, кто-то из них ответил неправильно, и преподаватель говорит, а ну-ка давайте поможем, подсказывай, конечно, раз ты рядом сидишь. Слушай, а здесь, оказывается, можно и подсказывать. Участниками травли, как правило, являются три стороны – жертва, наблюдатели и буллер. Хотя агрессор находится в позиции силы, ему тоже требуется психологическая помощь. Если ребенок начнет понимать, что если мне хочется издеваться над кем-то, это я публично говорю о том, что у меня что-то не то, что в семье моей не хватает внимания или еще каких-то очень серьезных, на какие-то очень серьезные проблемы. Мне кажется, вот это очень важно, чтобы звучало вот эта мысль, чтобы это стало стыдным. Это, конечно, руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка Мактина Джинджоли рассказала об обращениях в аппарат, касающихся буллинга. Сильное психологическое давление дети чаще всего испытывают при разводе родителей. Есть случаи экономического и физического насилия, также по национальному признаку. Мы работаем, тесно взаимодействуем в решении восстановления прав ребенка и с профильным министерством, и практически со всеми органами, которые здесь присутствуют, и с детским фондом, и со службой социальной поддержки детей и семей. Хочу сказать, что в некоторых случаях нам удается успешно восстановить права ребенка, но есть случаи, когда очень специфические, и мы просто осуществляем контроль, и, к сожалению, до конца решить вопрос не удается. Фонд готовит к публикации брошюру, посвященную теме буллинга и кибербуллинга среди детей и подростков. В нее будут включены как психологические, так и правовые аспекты, которые дадут возможность защитить ребенка от насилия на уровне государства. Эсма Голандзе, Раму Камке, Абхазское телевидение. Помочь пациентам справиться с трудной ситуацией, найти нужного специалиста и интегрироваться в социум – главная задача Ассоциации реабилитологов Абхазии. Новая общественная организация объединила 80 специалистов разного профиля, в том числе и немедицинского. Деятельность ассоциации будет направлена на развитие и совершенствование реабилитационных ресурсов страны. Тему продолжит Алика Трач. Реабилитологи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи, педагоги. Словом, все специалисты, в том числе и немедицинского профиля, связанные с реабилитацией, вошли в состав новой организации. Ассоциация реабилитологов Абхазии – это площадка саморегулирования профессиональной и иной деятельности специалистов и всех, кто вовлечен в процесс реабилитации. Общественную организацию возглавила Асмат Джинджоли. Самая главная наша задача – это в первую очередь это информативная. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда со стороны пациентов есть непонимание, как быть в той ситуации, с которой они сталкиваются. То есть неважно, какое-то заболевание, перенесенное оперативное вмешательство, ДТП. Вот человек выходит из больницы и дальше не знает, что ему делать, он остается с этим миром один на один. Вот в такой ситуации должна помогать ассоциация, потому что мы готовы им и информацию дать, и кому обратиться, и как обратиться, и что ему необходимо делать на первых этапах, какое лечение ему необходимо пройти. Поздравляя с созданием Ассоциации реабилитологов Абхазии, министр здравоохранения Эдуард Будба отметил, что Минздрав готов оказать всяческую поддержку объединению. Ежегодно мы видим рост числа заболеваемости среди детишек, среди взрослого населения, потому что немало моментов, когда такие факторы, как экология, наследственность, родовые травмы, наша общая задача оказывать всестороннее содействие нашим гражданам, которые попали в такую сложную ситуацию. И мы, я имею в виду Минздрав Республики Абхазия, готовы и будем помогать вам во всем, что от нас необходимо. На сегодняшний день в Абхазии зарегистрировано более 8 тысяч инвалидов, получающих пенсии, пособия и иные выплаты. Создание новой площадки для развития и совершенствования реабилитационных ресурсов страны – безусловно, значимое событие. Со многими из вас я, в принципе, знаком, и раньше мы взаимодействовали, но создание такой организации – это очень важно, потому что мы уже комплексно будем подходить к решению многих вопросов. И мы со своей стороны готовы поддержать и взаимодействовать с вами. Успешная реабилитация достигается за счет применения различных реабилитационных мероприятий – медицинских, спортивных, социальных, трудовых и психологических.
Задача современного общества – это создать максимальную адаптацию людей с ограниченными возможностями или какими-либо другими проблемами к самостоятельной жизни, к трудовой деятельности, к освоению профессии. Интеграция только возможна в том случае этих людей, когда они включены в разнообразные социальные значимую деятельность. Очень много пациентов, которые обращаются, наших граждан, в парламент, и мы ведем колоссальную работу сейчас. Не потому, что хотим себя похвалить, но на самом деле желательно, чтобы это все происходило на территории Республики Абхазия. Спасибо вам за ваши труды. После выступления основных спикеров состоялась панельная дискуссия участников Ассоциации реабилитологов Абхазии. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Апснестар «Перезагрузка» стартовал музыкальный проект, который ждали давно. В филармонии состоялся первый концерт, на котором были представлены участники, наставники и судьи. 15 конкурсантов, яркие, самобытные, оригинальные и, главное, уверенные в себе, будут бороться за звание лучшего вокалиста. Организаторы намерены раскрыть таланты и подарить Абхазии новых исполнителей и новые хиты. Реализовать такой масштабный проект получилось благодаря поддержке компании «Аквафон», которая выступила генеральным спонсором. О конкурсантах, о том, каким было открытие проекта и что происходило за кулисами, расскажет Асида Малия. Центр притяжения смелых и талантливых на ближайший год – музыкальный телепроект «Апснестар». А это многочисленная команда, которая работает над проектом, и 15 конкурсантов, которые являются главными героями музыкального шоу. Участников отбирали на кастинге, оценивали строго и объективно. Очевидно, что каждый из них верит в себя. К примеру, Виктория Лабия, выпускница музыкального училища имени Гнесиных. Низкий тембр голоса – ее преимущество. Достаточно редкое явление – это низкий женский голос, как и в академическом пении, которому я обучалась, так и в поп-музыке, эстрадно-джазовом направлении. Ну, песню я буду петь Селин Дион «All by myself». Да, я могу просто начало. Участвовать в проекте Виктория решила самостоятельно. А двух подруг Амину Джарсалия и Нилу Начкебе уговорили мамы. А хорошая поддержка, как известно, есть половина успеха. Чтобы нас люди узнали. Победа – это не важно. Амина выступает на этом концерте, а ее подруге Ниле ждать выхода на сцену еще несколько месяцев до начала второго сезона. Ведь работа проекта сформирована в 2 сезонах. И самый главный ее плюс – возможность прибавить знаний. С конкурсантами будут работать педагоги по вокалу и сценическому мастерству. Перед выходом на сцену успеть сделать фото как дань истории для наставниц, тем более за спиной довольно известных и полюбившихся многими певиц Фаи Мархоля, Саиды Агарба и Ильды Кучуберия многочисленные выходы на сцены. Но в этот раз все иначе. Роль наставниц в проекте для них не в новинку. Каждая руководит собственной вокальной студией. К примеру, Фая Мархоля – выпускница Московского госуниверситета культуры и искусств. Более 10 лет назад основала детскую музыкальную студию Next, которую успешно реализует. По ее словам, Апснестар – новый и интересный этап творческого пути. Проект стал новым этапом в жизни и ее сестры Миранды Мархоля, правда, куда более ответственным. Я, конечно, понимаю, что там присутствует моя сестра, это тоже волнительно. Конечно, не то, чтобы я рассчитываю на поддержку, лишь бы не мешала, так скажем. Судить конкурсантов будут народная артистка Нинель Бжания, солист государственной капеллы Алхаз Ферзба и музыкант Анри Гунба. А за кулисами жарко. Эмоции бьют через край, много суеты, волнуются организаторы, несмотря на то, что за спиной год работы над первым выпуском Апснестар. Продюсер Роланд Бганба обещает, что этот выпуск перезагрузит на все 100. Конкурсанты самобытны, а программа насыщена. Мы возвращаемся в новом формате, мы возвращаемся с новыми декорациями, мы возвращаемся даже технически. У нас подход, все, что сейчас будет происходить в этом проекте, это практически от того Апснестар у нас остается только название. На кастинг пришло более 70 человек, было даже больше, но не смогли преодолеть барьер и не вышли. Они были здесь, но не вышли. Да, такие тоже были. И вот мы надеемся, у нас в апреле будет второй промежуточный кастинг, что те люди, которые переживали, они вернутся, да, чтобы мы смогли раскрыть их таланты. Затевая такой достаточно
редкий для Абхазии музыкальный проект, нужно быть готовым ко всему. Как к отмене концерта из-за отсутствия электричества, так и к критике, которая неизбежна. Роланд Буганбо утверждает, что команда к этому готова и, более того, конструктив примет на вооружение. По поводу критики. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Даже если она будет прилетать к нам как к авторам. Ну и, наверное, участники, они более болезненно будут это все воспринимать, но мы с ними тоже беседуем на эту тему. Но вы знаете, когда ничего не происходит и нечего критиковать, по большому счету, всегда есть что улучшить. И мы к этому тоже готовы. Абхазские песни. Конечно же, без них проект просто невозможен. Стоит ли говорить, что абхазский музыкальный фольклор достаточно богат, а современные стихи органичны в музыке? Музыкальный инструмент в умелых руках и оригинальное многоголосие похоже на пение души. Группа «Анатрио» репетирует за кулисами. Скоро им выходить на сцену и открывать концерт. В современной эстраде достаточно хитов. На абхазские стихи музыка ложится органично. В этом поприще долгие годы трудится музыкант Анри Гунба. В этом проекте он музыкальный продюсер. Новые исполнители, запоминающиеся хиты и просто хорошее настроение. Главная цель и требования генерального спонсора проекта – компании сотовой связи «Аквафон». Для нас очень важно предоставить нашей молодежи площадку для самореализации. Нам очень важно, что будут написаны новые хиты, и на абхазском в том числе. Это придаст какой-то дополнительный импульс для развития нашей абхазской эстрады. Мы уверены, что появятся новые наши абхазские звезды. Мы хотели бы, чтобы этот проект остался в памяти, в сердцах наших зрителей. Мы очень рады поддержать. И, конечно же, организаторы. Им огромное спасибо. Ираклий Джумутя, пожалуй, единственный, кто пожелал исполнить абхазскую композицию. Ведь в основном конкурсанты выбирают зарубежные, желая проявить широкий спектр вокальных данных. У Ираклия все проще. Он владеет навыком игры фактически на всех национальных инструментах. На сцену в этот раз он выйдет с аккордеоном. Песню Даурова «Моя Абхазия». Вокального образования нету, я музыкант, сам играю на народных инструментах, заканчивал Сухумское государственное училище культуры. В зале работают 7 камер, за пультом режиссер телеверсии Джану Цурцуми. Телезрителям обещают красивую картинку и качественный звук. Долгожданный проект «Апсна Стар. Перезагрузка» начал свою работу. Зрительский зал полон. Со сцены их приветствуют ведущие Сарей Кварацхелия и Нарсоу Абухба. Представляют им команду наставников и жюри. И, конечно же, генерального спонсора – компанию «Аквафон». Конкурсантам рукоплещут. Наставники и жюри выносят свой первый вердикт. Концерт удерживает внимание от начала до конца. По всему видимому, организаторы справятся со своей задачей – раскрыть таланты и подарить яркие и незабываемые эмоции. Асида Малия, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных, художественных и документальных фильмов к 30-летнему юбилею Победы, сообщает пресс-служба Минкульта. В ведомство поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Участники, которые пройдут этот этап, будут писать сценарии. 10 мая пройдет 4-й этап – определение победителей. С 11 мая начнется 5-й этап – съемки фильмов. На это будут выделены 3 гранта. 2 из них в сумме по 300 тысяч рублей будут направлены на создание короткометражных фильмов. На съемки документального кино фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выделит 400 тысяч рублей. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 2 марта, на территории Абхазии временами возможен дождь. Температура воздуха ночью 4-9, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшевшара. Всего хорошего. До свидания.